Гранд-финал открытого городского киберспортивного турнира среди любителей на кубок Алмаз-Эргенбанка накануне состоялся в Якутске. Он прошел по таким играм, как Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks и другие. Тему продолжит Дмитрий Аргунов. Все как на Западе. Огромный экран старейшего кинотеатра столицы республики превратился в компьютерный монитор, на который смотрели сотни зрителей, болельщиков гранд-финала Кубка АЭ по компьютерным играм. И по ходу руководство кинотеатра этому были рады. Это не сюрприз, что проводится здесь. Ну и поэтому мы тоже поддерживаем киберспорт, поддерживаем вообще развитие. И организовали этот турнир именно здесь для всех зрителей, для всех болельщиков. Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks и PlayerUnknown's Battleground – дисциплины крупнейшего турнира Республиканского банка по киберспорту, собравшего без малого 2000 участников. Эмоции зрителей зашкаливали. Это, по большому счету, большая честь быть комментатором на столь масштабном мероприятии. Я думаю, что оно войдет в историю, и лет через 10 мы будем вспоминать, а помните, с чего все начиналось? Кубок АЭБ, база номер 1, кинотеатр Лена. Как давно было. Сейчас-то у нас ребята по всему миру ездят. И я желаю именно такого будущего киберспорту Республики Саха-Якутия. Организаторы объясняют массовость турнира доступностью регистрации, которая позволила выявить новые имена. Всего где-то участников было где-то 2000. Турнир проходит шикарно, люди довольны, люди аплодируют. Я сам в шоке, честно говоря, как это все, какой это атмосфера наполнена. Призовой фонд турнира составил 210 тысяч рублей. Победителям достались не только денежные призы, но и навороченные видеокарты. Команды показали высокий уровень игры, не уступающий геймерам из центральных регионов нашей страны. В дальнейшем турнир планируется проводить на постоянной основе ежегодно. Задел задан, нужно держать поднятую планку и игрокам, и организаторам. Дмитрий Аргунов, Евгений Серкин, Павел Пахомов, Якутск.